إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، дорогие верующие, فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь, иншаллах, будет про шахру Зуль-Ки'ада ва та'джиль хаджи. Расскажем про месяц Зуль-Хиджа. Также мы должны спешить исполнение обряда хаджа, дорогие верующие. Один из видов поклонений, который Аллах увеличивает этими причинами, ризк человека. Человеку Аллах увеличивает ризк иманом, верой, богобоязненностью, поклонениями, исполнением приказа Аллаха Субхану ва Тааля. Дорогие верующие, хадж является обязанностью для мусульман. Дорогие верующие, мы сказали в прошлом также хутбате: «Инна иддата шухури عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم». Поистине Аллах сказал в Коране, что месяца у Аллаха в Коране является 12 месяцев. После того, как Аллах создал небеса и земли, стали они 12 месяцев у Аллаха, дорогие верующие. В Китабе Аллах, в книге Аллаха, из них Аллах сказал 4 месяца запрещенные. Как Зуль-Ки'ада, этот месяц, в котором мы существуем, данный месяц живем. Пусть Аллах сделает нам баракат на эти месяца. И также после этого идет месяц Зуль-Хиджа. После этого идет месяц Мухаррам. И они, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, является последующим друг за другом. А Раджаб отдельно идет. Итак, дорогие верующие, Аллах сделал зульм, несправедливость сделал эти месяца, больше еще зульма сделал. Поэтому в эти месяца мы должны предостерегать себя и окружающих людей от несправедливости. Быть может, Аллах накажет не просто один народ, а целые страны, может быть, Аллах накажет, если люди начинают приступать в эти священные месяца. Аллах накажет, пусть Аллах накажет преступников только. Просим Аллаха Субхану ва Тааля наказать только преступников и спасти невинных людей. И также, дорогие верующие, фаттакуллах фи хази айям, бойтесь Аллаха эти священные месяца, месяца харама, запрещенные месяца. Аллах в Коране сказал: «Залика ва ман юаззим ша'аир Аллах, фа иннаха мин таквал кулуб». Это за то, что они возвеличивают обряды Аллаха, ша'аир Аллах. Если возвеличивать обряды Аллаха, законы Аллаха, если возвеличивать, тогда это является из богобоязненности, Аллаха послушности является. Если не возвеличивает законы Аллаха, тогда человек не богобоязненный. Представляете, если он еще секулярист, отказывается от законов Аллаха, он не богобоязненный, он предатель законов Аллаха, он предатель обрядов ислама, дорогие верующие. Суратуль Хаджи Аллах говорит: «Фаиннаха мин таквал кулуб». Тот, кто возвеличивает обряды Аллаха, законы Аллаха, это из богобоязненности сердец. Из сердца вытекает все, дорогие верующие. Итак, дальше. Шахр Зуль-Ки'ада, дорогие верующие, это второй месяц хаджа еще называется. Второй месяц хаджа Шавваль, ты можешь завязать ихрам и пойти в дорогу выйти. Также Зуль-Ки'ада. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дорогие верующие, все умра имеется в виду малое паломничество, делал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, именно Зуль-Ки'ада. И мы сказали, что он является сунной делать умра Зуль-Ки'ада. Ученые разногласят между собой, лучше сделать Рамадан или Зуль-Ки'ада. Почему? Потому что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, делал умру Зуль-Ки'ада.
3 умры посланник, саллаллаху саллям, сделал Дуль-Ки'да. Однако не получалось Шавваль, Дуль-Ки'да, Мухаррам, но однако, то есть месяц запретный имеется в виду. Ламма ахрама биль-хаджи ахрама фи авахир шахр. Когда он делал ихрам умратом, он последний месяц Дуль-Ки'да он делал посланник, саллаллаху саллям, умру. Намерение и малое паломничество имеется в виду. Есть у нас братья, принявшие ислам, новый, поэтому я перечисляю, перевожу. 3 умратин. 3 умры было посланника, саллаллаху саллям, ва куллюхунна бихинна ахрама фи шахри Дуль-Ки'да. Все посланник, саллаллаху саллям, сделал месяц Зуль-Хиджа, то есть Дуль-Ки'да, извиняюсь. Инна Аллаха та'аля. Месяц Дуль-Ки'да — это месяц, в котором мы находимся. После этого месяца идет месяц хаджа, Дуль-Хиджа называется. Аллах, субхану ва та'аля, после того, как построил Ибрагим Каабу, то есть Каабу кто первый построил? Адам, алейхиссалам. Пророк Адам Каабу построил наш отец Адам. После ее восстановил, после потопа, Нух, алейхиссалам, когда его время был потоп, восстановил кто? Ибрагим, Исмаил восстановили Каабу. И теперь Аллах говорит Ибрагиму, алейхиссалам: «Вааззин фин наси биль хаджи ятука риджаля, ва аля кулли дамирин ятина мин кулли фаджин амик». Субханаллах. После того, как он построил, уже готово. Аллах говорит: позови людей азаном на хадж. И когда сделал Ибрагим азан на хадж, люди все услышали. И до сих пор со всех концов света, услышав, шли те время, а теперь, узнав, идут в хадж. Узнав, знанием. Итак, Аллах говорит: «Ятука риджалан». Будут люди идти пешком, на велосипедах, на верблюдах, на конях, на самолетах. Разным транспортом можно идти. Главная цель – хадж. Главная цель – хадж. Не обязательно идти пешком, не обязательно на машине, самолетом тоже можно. Все это халяль, баракаллаху фикум. Но не надо чрезмерно думать, что это лучше, чем другим. Нет. Цель одна, баракаллаху фикум. И средства просто разные. Ва аля кулли дамирин. Каждом верблюде, усхудавших, то есть слабых верблюдах. Верблюд тоже, как говорится, да, устает в пути. Кони тоже устают в пути. И Аллах говорит: «Ва аля кулли дамирин ятина мин кулли фаджин амик». Из каждых ущельях они будут пребывать через каждое ущелье на верблюдах, на верховых животных, уставших, истощенных. Итак, раньше ходили люди в хадж своими семьями. Раньше ходили в хадж, чтобы достигнуть до хаджа. Если дорога безопасная, если есть возможность, своим скотом люди выходили. Месяцами передвигались. На верблюдах, на лошадях передвигались, до хаджа шли люди. И посланник, саллаллаху салям, также аккад аль-хабибу Мухаммад, саллаллаху салям, посланник Аллаха, что сказал? Подтверждая: «Хади фарида», эту обязанность хаджа, айюан нас, кад фарадаллаху алейкум аль-хаджа фахуджу. Посланник, саллаллаху салям, говорит: о люди, Аллах нас обязал хаджем, исполняйте его, он сказал, хадж. Алейкум фард, алейкум хадж, он сказал, фахуджу, делайте хадж, еще фард приказ пришел. И так дальше. Фахаля раджулин акуллю амин я Расулаллах. Человек спрашивает каждый год: о посланник Аллаха. Посланник, саллаллаху салям, молчит. Он не хочет говорить, отвечать за этот вопрос. Каля лаха талата, 3 раза человек спрашивает каждый год: о посланник Аллаха. И он говорит: лау культу наам лаваджабак. Если бы я сказал бы да, то стал бы хадж делать каждый год обязательно. Но посланник не сказал это. Валям астатату, вы не смогли бы, он сказал. Мы не смогли бы это сделать каждый год. Некоторые вообще не делали хадж. Итак, этот хадис привел нам имам Муслим от Абу Хурайрата. Хадж сам по себе является из столпов ислама. Месяц Зуль-Хиджа исполняется все столпы ислама. День Арафата также выступил Умар бин Хаттаб, как пророк, саллаллаху алейхи, выступал. И сказал, отвечая иудею, помните, мы рассказывали раньше проповедях. И у нас месяц хаджа, Арафат и 10-й день праздник. Мы празднуем, что Аллах исполнил свою религию. И Аллах, субхану ва та'аля, нашел, имеется в виду, чистые сердца, чтобы они берегли эту религию. Пророк и сподвижник берегли эту религию. Даже маленькую мелочь в религии они берегли.
А сегодня умма не так. Поэтому положение уммы такая же, как они себя ведут с религией. В хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится, Бухари, Муслим приводит этот хадис от Абдулла бин Умара. «Буния исламу аля хамсин», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Скажите, саллаллаху алейхи ва саллям. Ислам построен на 5 столпах, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Он дает пример нам, как простым людям, нулевого класса. Ислам построен на 5 столпах, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Как любое здание строится на главных основах. Главную основу опоры на 5 столпах. Самое главное, он сказал, шахадату ан ла иляха илляллах. Свидетельство о едине Божьей, что нету божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха. Ты должен отказаться от всех видов многобожья. И только тогда ты становишься верующим мусульманином. Ты должен засвидетельствовать, что нету божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И дальше, я свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является рабом Аллаха, его посланником. Не является он Богом, не является он божеством, чтобы обожествляли его или его могилу. Он посланник Божий, Аллаха посланника. Итак, второй он сказал, «Ва икамис саля», выставление намаза. А намаз что делает с нами? Оберегает нас от больших и маленьких грехов, как Аллах в Коране сказал. «Инна салата танха ан фахшай валь мункар». Оберегает нас, верующих, если мы понимаем суть намаза, от больших и маленьких грехов. Дальше Аллах нам говорит, посланник Аллаха говорит нам, «Ва ита из зака», выдавать закат, он сказал. Закат — это связь с Аллахом и связь с людьми. Поклонение одному Аллаху. Если ты даешь закат, значит ты связан и с Аллахом, и связан с бедными людьми, богатые. А сколько сегодня богатые не дают заката? Дальше посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Валь хадж», делать паломничество, если есть возможности. «Васаум Рамадан», и поститься месяц Рамадан. Также яджибу аля ман таваффарат ладай иститаату лиль хаджи. У кого есть возможность, обязательно он должен исполнить этот хадж, фарида называется, обязанность. В хадисе, как говорится, от Фадла передается этот хадис, что посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман арада аль-хаджа фалита'аджа». Тот, кто хочет делать хадж, желает делать хадж, пусть поспешит, он сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывая, фалита'аджал, не оттягивай, откладывай деньги, каждый раз откладывай для хаджа. «Фаинну кад ямрадуль марид». Иногда больной заболеет, он сказал. «Ватадиллю далла». Или верблюд потеряется, или кто-то потеряется. Дальше «Ватаридуль хаджа». Или будут какие-то другие нужды. Делай цель на хадж, баракаллаху фикум, как хадис Ибн Маджа, имам Ахмада также приводится, это хадис хороший. Также Абдулла бин Аббас говорит, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Та'аджалу иль хаджи», спешите на хадж. «Фаин ахадукум ла ядри ма я'риду лаху». Человек не знает, что постигнет с ним. Спешите на хадж, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис передал нам имам Ахмад ибн Маджа, также достоверность подтвердил Албани. Шейх Ибн Баз говорит, рахматуллах алейхи, «Ман кадира аля хаджи валам яхуджи фарида», тот, кто может делать хадж и не сделал хадж, и оттянул его ахаруху ли гайри узрин, без оправдания оттянул хадж, факад ата мункаран азиман, он большой грех сделал. То есть неисполнение обязанностей, имея возможности, что это получается? Большой грех делает человек, под большим грехом он, имея возможность, тот, кто не делает. Некоторые делают 3 этажа зданий, но не делают хаджа. Да 1 этаж тебе хватит, чтобы закрыть свой аурат, ситр сделать. 1 этаж хватит, 1 квартира хватит тебе. 2 этажа делает или 3 этажа делает, не хватает ему денег на хадж. Не хватит, конечно, ты слишком жадный в этой дуне. Дальше посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, извиняюсь, шейх Утаймин нам говорит, рахматуллах алейхи, ошибся, халь вуджуб, спрашивают его, он является хаджи ваджиб аль-фаур, усуль фикхи называются такие правила, ваджиб аль-фаур аль-тарахи, обязательно сразу его делать или отложить его можно в любое время. И тут ученых есть разногласия. Он говорит, шейх тут, аль-фаури, сразу, как ты имеешь возможность и безопасная дорога, есть возможность, обязательно должен ехать хадж, он коротко говоря, ас-сахих анну ваджиб аль-фаур. Я даю вам знать, что в этом вопросе есть разногласия между учеными. Ваджиб аль-фаур, он говорит, обязательно, когда имеется возможность, нужно ехать. И также инна та'хир,
То есть откладывать хадж, имея возможность откладывать его, запрещается хадж, потому что ты фард откладываешь, дорогой верующий. Итак, что сказал Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху? У меня было намерение, говорит Умар бин Хаттаб, послать людей областя, послать войско, свое войско, послать областя. У кого есть возможности и не делал он хаджа, что сделать, сказал Умар бин Хаттаб? Пусть они платят выкупы. Пусть они платят джиззи выкупы, как у христиан, у других людей, которые живут под законами Аллаха, которые не делают хадж, имея возможность, сказал Умар бин Хаттаб. Ма хум би муслимин, сказал Умар бин Хаттаб, они не являются мусульманами, имея возможность. Но когда, сейчас объясним, сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахматуллах алейхи, валам юхалиф мин ас-сахаба. Одни из подвижников не противоречили словам Умар бин Хаттаба. Значит, единогласие ученых сахабов. Итак, однако, когда идет враг на тебя, нападает, фардуль айн называется, даф'ус-суаль называется. В то время, конечно, ты должен защищаться. В то время ты должен защищаться, не фардуль айн. Когда напали на твою землю мусульман, и ты должен его защитить. Это является первоначальный фард, чем хадж или чем талабутуль илм ехать. Первоначально что? Не хадж, а защищать свою честь, свою кровь, свое имущество, свою религию защищать. Первоначально называется. Итак, дальше. Бадир лиль хаджи. Спешите хаджу. Не откладывайте хадж. Валя тафуту аля нафсика хади уджу. Пусть награды хаджа не уходят у тебя. Пусть не пропадают эти награды. Как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман хаджа хадал байта, фалам ярфас, валам яфсук, раджа'a кама валадату умм». Тот, кто поедет в хадж, не будет сквернословить, не будет не делать нечести там, он вернется от грехов, как мать его родила. Человек, когда принимает ислам, он очищается полностью от этих грехов. Когда принимает ислам, братья, полностью от грехов очищается. Плохие деяния Аллах их поворачивает, делает их добрыми деяниями, кто принимает ислам. Также мусульманин, когда едет в хадж, Аллах его очищает, как новорожденного ребенка. Хадисом посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис приводится в Бухари Муслиме. Также посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Валь хаджуль мабрур лейса лаху джазау илля аль-джанна». В хадисе Бухари Муслима говорится также. Хадж, который сделан по шариату и по сунне правильно, почему нужно ехать в хадж знающими людьми? Чтобы сделать хадж правильно. И хаджуль мабрур, то, что сделано по шариату правильно, по сунне правильно, нету ему возмездия, кроме рая, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот такая награда. Очищаешься от грехов, и так вознаграждение, что за это? Рай. Знающим людьми, баракаллаху фикум. Итак, дорогие верующие, просим Аллаха Субхану ва Та'аля сделать нам баракат нашей религии, исламе, в имане. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء والجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, Аллах Субхану ва Та'аля не возложил на человека то, что он не может. Аллах милостив. Эта религия облегчена, дорогие верующие. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, как Аллах в Коране сказал. Бойтесь Аллаха. Однако, как вы можете, надо бояться последними своими силами. وَاعْلَمُوا, знайте, أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, что все мы встретимся с Аллахом. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, Аллах говорит, обрадуй верующих. Те, кто верит, Аллах его посланник, и верит в Коран и Сунну, следует за текстами, практикуют тексты, они являются му'минами. Аллах говорит, те, кто практикует тексты Корана и Сунна, они являются му'минами. А те, кто искажает, нет, они лицемеры. Итак, дорогие верующие, также нам Аллах говорит, «Бана шарая», законы Аллаха Аллах построил аля тайсир, облегченности. Что нам говорит Аллах в Коране? «Ма юриду Аллаху льядж'аля алейкум мин харидж, валаки юриду Аллаху льютахиракум, валютимма ни'матаху алейкум, ла'аллакум ташкурун». Сура Аль-Маида Аллах это приводит. Аллах не хочет от нас что? Аллах не хочет, чтобы нам усложнить наши виды поклонения, нашу жизнь. Нет.
Что Аллах хочет? Валякин, Аллах хочет очистить нас, льютахиракум, говорит Аллах. Я хочу, говорит Аллах, вас очистить. Улитимма ни'матаху, чтобы исполнились благо Аллаха над нами. Благо Аллах, ты получишь богобоязненность, потому что ты слушался Аллах. Ты получишь ризк за хадж, за умру, за поклонение. Как джихад является поклонением, тоже некоторые думают, джихад это не поклонение. Хадж поклонение, также китабуль джихад приходится фикхи, китабуль ибадат называется. Итак, дорогие верующие, Аллах дальше говорит, улитимма ни'матаху. Исполнить свою ни'ма Аллах хочет над нами, свое благо над нами. Ла'аллакум ташкурун, быть может, будете благодарны тогда, когда вы исполняете обряды Аллаха, законы Аллаха. Итак, дорогие верующие, поэтому хадж и другие поклонения Аллах сделал также оправдание, у кого нет имущества, возможности, болеет он, допустим, беден он, не может он поехать, не может он оставить провизию, он может подработать на работе, если оставит он работу, кушать нечего дома. Нет, тебе нельзя ехать, если кушать нечего дома. Твоя семья должна кушать. Ты не имеешь права поехать в хадж, оставить свою семью голодной. Вот такие обязанности у нас, дорогие верующие. Итак, дорогие верующие, фаджа'аль истита'ат аль-хаджи, возможность делать хадж одним из условий является. Также для женщин. Аллах знает, какая она женщина. Хрупкая она, слабая она, чувствительная она слишком. Аллах не сделал хадж обязательным для женщины, если нет у нее махрама. Кроме с махрамом. Женщина едет с махрамом, хадж баракаллаху фикум. Знает женщина, Аллах ей облегчил. Женщин тоже является фард хадж, однако облегчил, если не имеется условий, то не обязаны. Также, дорогие верующие, мы должны знать другие. Безопасность дорог. Безопасность, говорит, вирус опасно. Тогда и вирус опасно, тогда тоже не обязательно. Люди умирают, чума, говорит, опасность, все, не едешь в хадж. Баракаллаху фикум. И наша религия очень легкая. Рассказывает, конечно, много на этом, остановимся. Аллахум яссир лана аль-хадж. اللهم يسر لنا الحج برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل المسلمين ضيوفك. اللهم تقبل لاخواننا الحج المبرور. اللهم اجعل حجهم مبرور. اللهم اجعل حجهم مبرور وعنهم على طاعتك. اللهم عنا على طاعتك. اللهم عنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم احفظ المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في غزة برحمتك يا ارحم الراحمين. انت الجبار، انت الملك، انت العزيز. اللهم قوهم بقوتك. اللهم اجعل لهم مددا من عندك. اللهم اجعل مددا من عندك يا جبار. اللهم عليك بالطواغيت. اللهم عليك بالطواغيت. Просим Аллаха Субхану ва Тааля помочь нашим братьям-мусульманам в Газе и также в других местах. Просим Аллаха Субхану ва Тааля сделать из них мучеников, которых Он забрал уже. Они стали мучениками, инша Аллах. Те, кто сгорели, им шахада два раза шахада, те, кто сгорели. Одна из-за того, что они защищают землю мусульман. И также вторая шахада, что они погибли в пожаре. Просим Аллаха Субхану ва Тааля простить всем мусульманам наши грехи, эти священные месяца. Просим Аллаха Субхану ва Тааля дать помощь и победы притесненным народам. Аллахума амин. Инна Аллаху ва малаикату юсаллуна аля набия и валладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Анта ахками саллах.